Итоги визита делегации сельского хозяйства России подвели уже на совещании в администрации главы Ингушетии. Александр Ткачев отметил в своем выступлении, что сад-гигант – это агропромышленный кластер с огромным потенциалом возможностей. Он выразил уверенность, что это направление нужно наращивать. Ткачев также добавил, что на Кавказе имеются благоприятные климатические условия, человеческий ресурс, туристический потенциал. И все это, как говорится, грех не использовать. Второй раз посещаю республику и хочу отметить на хороший такой позитивный прогресс и руководство, и бизнес, и государственные, федеральные структуры, и, естественно, экономическое сообщество не стоит на месте. Мы видим результаты по уровню и ВВП, и в разных направлениях есть хорошая динамика. И, конечно, безусловно, поражает тот охват и мощности, которые созданы в плодоовощной отрасли. И, конечно, сад-гигант ингушский, безусловно, это тот образец, я бы не постесняюсь этого, для подражания, где мы действительно будем производить продукцию такого европейского, мирового уровня. И, конечно, это тот, я бы сказал, кластер с огромным потенциалом возможностей и, естественно, создание конкурентной продукции, которой обладает, в общем-то, и юг, и в целом республика. И, конечно, вот это направление, я уверен, нужно наращивать, потому что именно здесь может быть так сказать, тот рост, который обеспечит и процветание, и, в общем-то, хорошая бюджетная обеспеченность, и занятость республики, и так далее. Потому что с учетом юга у нас особого потенциала нет. Хотя все относительно. Понимаете, каждая республика, каждая и в округе, и не только, должна максимально использовать свои конкретные преимущества. Погода, природа, климатические, естественно, людские ресурсы, исторические ресурсы. Вот. Здесь, естественно, туризм, кроме сельского хозяйства. Здесь мы не получим, как и в других республиках, там, может быть, какого-то металлургического комбината там, или, так сказать, какого-то добычи каких-то природных ископаемых в силу понятных причин. Но мы должны максимально использовать те благоприятные условия, которые существуют сегодня здесь. И понятно, не говорить уже не только о товарном производстве, а мы говорили сегодня о глубокой переработке, мы говорили сегодня об ассортименте, естественно, упаковка, это и брендирование, это позиционирование на рынках, так сказать, в сетях, в том числе своей продукции. И, конечно, на этом зарабатывать. И это огромное преимущество, то, что есть на юге, на Кавказе, которого нет, безусловно, ни в Сибири, ни даже в центральной части, в силу климатических ограничений и так далее. Поэтому, конечно, уверен, что здесь прижимать нужно по полной, максимально. Ресурсы есть, потенциал есть, и по большому счету и Ингушетия, и все остальные делают только первые шаги. У нас огромный спектр, и если говорить о молоке, о овощах, о мясе и так далее. И здесь Ингушетия сегодня и по меду отличилась, и каждая республика может этим заниматься. По словам Юнусбека Евкурова, реализуемый инвестиционный проект «Сад-гигант Ингушетия» должен решить проблему с логистическим обеспечением агропродовольственного рынка республики. Но проблемы в сфере АПК региона остаются. Глава региона в своем докладе озвучил несколько из них. 5 проблемных вопросов, я их в письмах изложил, мы с вами уже об этом говорили, я коротко про них скажу. Первое, это, конечно, орошаемость сельхозземель. У нас с этим довольно серьезная проблема, не только у нас, я здесь уже могу за всех глав Северо-Кавказского федерального округа сказать, в округе в целом эта проблема такая, номер если не 1, то 2 или 3. Поэтому здесь можно было бы по отдельной программе здесь поработать, и можно было бы протокол этот вопрос нести и каким-то образом посодействовать. Второе, это животноводческие фермы. Та ферма, которую мы построили с помощью федерального центра, да, понятно, желательно было бы, конечно, инвестора, но мы сейчас эту ферму передали под ГЧП, и он больше имеет эффект. Потому что инвестор сам так просто деньгами заходить, конечно, хочет. Если бы в республике еще построить такие 2 фермы, я думаю, был бы хороший эффект и по рабочим местам, и по продукции, и выхода этой продукции за пределы республики. В том числе и наличие вот этих и мини-заводов молочных, и так далее. И третий вопрос – это
устойчивое развитие сельских территорий. Ну, я думаю, что все коллеги согласятся со мной, какая колоссальная помощь в этом направлении идет. И вот это именно наличие вот этой программы самой, ну, имеет колоссальный вот мы поднимаем села, начиная дороги там и все остальное, поэтому просил бы здесь на это тоже посмотреть и отдельной строкой, может быть, там и выделить Северо-Кавказский федеральный округ в этом направлении и помочь. Почему? Потому что это наиболее такой сюжетный эффект имеет именно на селе. Они села у нас где-то провалились после советского образца. Конечно, мы сейчас, благодаря именно вам, вот в этой программе ФЦП, мы эти села поднимаем. В этом году строится много проектов, направлений. Спасибо вам за помощь, поддержку. Я думаю, что я и с полномочным представителем разговаривал по Северо-Кавказскому федеральному округу, и с министром по делам Северного Кавказа разговаривал. Можно было бы трехстороннее такое соглашение, оно имело бы и политический вес иметь, можно было бы такое подвесить его в политическую сторону, но и в экономическое, и социально-экономическое направление, тем более, имело бы сегодня такую хорошую практическую устойчивость.